Ассаламу алейкум, витаю вас, друзья. Сегодня 18 августа 2022 года. С вами снова я, Орти Аслан, на канале реалити Аслан Арцуев. Сейчас почти 15 часов по Берлину, соответственно 16 по Джохару. Друзья, приветствую вас. Давно не выходил в стрим в ТикТок. Вот сегодня решил выйти. Напоминаю, наш канал постоянно атакуется, поэтому подписывайтесь на наш канал. Также подписывайтесь на наш канал в YouTube. В YouTube Reality называется наш канал. Он запрещен на территории фашистской России, как и другой мой канал, который называется Human Rights Center Ичкерия. Аслан Арцуев. Итак, друзья. Как обычно, я бы хотел начать по традиции со сводки с полей боев, фронтов от Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Итак. Генеральный штаб Збройных сил Украины сообщает, с 24 февраля по 18 августа 2022 года русских оккупантов уничтожено 44 300 единиц, 200 штук за прошедшие сутки. 3 танка за прошедшие сутки, итого их 1889. 4179 боевых бронированных машин в общей сложности и 17, заметьте, хорошие бои были. Славная, видимо, за прошедшие сутки была охота. 17 бронированных машин, боевых бронированных машин, 17 артиллерийских систем, итого их 1010, 2065 РСЗО, за сутки 0 РСЗО. Антиаэркрафт 136, 0 за сутки. И 1 самолет сбит за сутки, и 1 вертолет сбит за сутки. И, соответственно, 234 самолета в общей сложности и 197 вертолетов. Представьте, сколько уничтожили украинцы. 433, нет, поменьше, 431 самолет и вертолет. Это представьте, если там по 2 даже пилота находится, сколько я сказал, 431. Итого получается, 862 летчика. Их чаще всего обменивают, кому удается выжить, обменивать на украинских военнопленных. В этом плане, летчики и вертолетчики это самые даже вот из этих орков они самые подонки и мерзавцы. Самые беспринципные твари. 793 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 за сутки сбит. 190 крылатых ракет, 0 за сутки. 15 кораблей катеров, 0 за сутки. 3061 автомобильная техника и цистерны. 7 штук за сутки. Специальная техника 93 штуки. Поздравляю вас, друзья. Поздравляю. С учетом войны, с учетом ситуации, связанной с боевыми действиями и горем, которые принесли русские террористы. Дела обстоят относительно неплохо у украинцев. Друзья, ставьте лайки. Можете просто пальцем много-много нажимать, и лайков будет больше. Чем больше лайков вы поставите, тем больше людей увидят. Так говорит ТикТок. Пишите ваши комментарии и распространяйте в социальных сетях ссылку на наше видео, на наш стрим. Так, давайте почитаем, что вы говорите, друзья. Так, ассаламу алейкум, вітаю, алейкум салам, асамбяк, маш воль, дякуємо вам, и вам дякуємо, здравствуйте, вы коллекционируете флаги.
Я коллекционирую флаги помощников, защитников, союзников, друзей Ичкерии. И вот сегодня у меня появился здесь флаг Латвии. Рига, Латвия. И это страна, которая признала фашистскую Россию спонсором терроризма. Поэтому я повесил вот этот прекрасный флаг. И каждый этот флаг имеет свою историю, почему он висит на этой стене. Так что слава Латвии, Литве, Эстонии, которая, я надеюсь, тоже скоро признает. Ну и, конечно же, слава Украине и Ичкерии. Так, вы откуда? Я в данный момент живу в Германии. Сам я родом из города Джахар, бывший Грозный. Украина будет Россия. Киев, Россия, пишет мне какой-то тут ватник. Я не понимаю одного. Зачем вам Украина? Зачем? Вот я не понимаю, зачем вам, русским, объясните мне, что вы от этого получаете? Вы гибнете, вы убиваете других людей. Тот, кто возвращается живым с этой войны, у вас становится психически неуравновешенным. Он спивается, бьет жену, детей, совершает тяжкие преступления. Вы русские, как сами русские, как национальность, вы ничего с этого не имеете. Только лишь какое-то мнимое превосходство над украинцами, над чеченцами, над кем-то. Оно мнимое. Ровно до тех пор, пока вы с ним один на один не встретитесь. Да? Где-нибудь. И вот после этого ваше величие заканчивается. Но потом он уходит, и после этого опять оно у вас поднимается. Вот что вы с этого имеете, русские? Вот ты пишешь Киев, Россия. Оставим вопрос, что вы никто и звать вас никак. И вам дали таких, каких вам давали только в Чеченской Республике Ичкерия. Поэтому я не понимаю смысла. Вот вам пропаганда, телевизор сказал, что вы великие русские люди, и вы должны захватить там малоросов, недоросов, там еще каких-то росов. Для того, чтобы чего? Чтобы Путин стал царем? Чтобы он мог своим детям, внукам передавать вот этот титул, наследственность и ваших детей в качестве холопов. Я не понимаю просто, вот русские, вот если вы на самом деле болеете за Россию, за русских, почему у вас это в голове? У меня это, вот никак не укладывается. Я понимаю бич, который лежит в собственной луже, его величие, оно ограничивается только какой большой дом у барина, там, как они там могут запускать ракеты и убивать там женщин, детей. Вот если у него другого величия нет, да, понятно, если ты из этих ЕН-7428, да, вот они, то да, тогда, да, я тебя поздравляю. Но ты великий русский и так далее. Только другая проблема возникает в том, что взять Киев и Украину не шмогла, не шмогла. Поэтому тебе остается дальше пить в своей луже. Так. Ассаламу алейкум, ашвал асан, дал мула, все будет ичкери. Ва алейкум ассалам, дейли салам, ашвал, дал мула. Слава Украине, героям слава, все будет ичкери, слава Украине, героям слава. Дал мула Аснабек, слава Украине, ичкери, героям слава. Москва это Украина. Зачем она нам нужна, скажите мне, пожалуйста, зачем она нам нужна? Ну, только если отместку заслужили, да кто вас воспринимает, вас как государство? Да кто вас воспринимает, вас как государство? Что ты имеешь в виду? Ты имеешь в виду Украину и Ичкерию, или же ты Россию имеешь в виду? Поясни, юзер 67 тебя назовем. Раша это нечто, ничто и никто. Абсолютно. Супер. Наш министр обороны Швейцарии тоже сделал заявление в пользу Украины. Супер. Супер. А ты чем полезен, Вячеслав Пай? В смысле, я чем полезен? Чем полезен тебе или кому ты имеешь в виду? Раша в мае красьте. Да, Раша умеет только красть.
Они хотят Великую Русскую империю обратно. Да, да, именно так. Да, я об этом говорю, сейчас начали доходить. Знаете, что ну, русские уже давно строят империю, да, вот этот дом Романовых, там какой-то русский мир, там еще чего-то, еще кого-то. Так вот, все вот эти товарищи путинские, дружки, они состоят вот в этих разных домах Романовых, там, и так далее, и так далее. Короче говоря, они строят новую империю. И во главе будет там Патрушев или Путин, неизвестно, кто у них там будет. Но сам факт, то, что они строят новое дворянство, а русские останутся холопами у них. И вот какая ситуация. Без киевской истории, без украинской истории, они не могут ее построить. Ну, она будет фейковой, они так говорят. Именно поэтому они решили положить всех бичей, которых они собрали по всей России, для того, чтобы... Вообще, кстати говоря, вы знаете, что на территории фашистской России, на вокзалах и вообще на улицах, где вот эти бичи, бомжи гуляют, ни одного не осталось. Всех утилизировали, отправили в Украину. Вот они просто очищают так. Дар своему богу сатане они преподносят таким образом, проливая кровь. Дальше будет больше, конечно, если у них получится. Так вот, без украинской истории они не могут построить. Вернее, могут, но она будет не очень серьезной. Они сейчас так и сделают, у него другого выбора нет. Украинцы не захотели стать холопами. Так вот, в Украине тоже есть такие же товарищи. И Украина должна их всех вычистить. Вот эти дворяне, которые состоят вот в этих домах Романовых, кому нужно, или там другие у них там разные есть эти, кто им грамоты выдает там и так далее, на дворянство, на, на их на княжение или на царствование. Поэтому вы должны, украинцы, быть очень внимательными. Украинские службы должны быть внимательны. Ну, СБУ, конечно, сейчас так работает, но что-то я не видел после бегства руководителя СБУ из Украины. Не видел люстрации. Руководитель, первое лицо. Вы представляете, сколько он там себе подтянул своих? Они же своих подтягивают всегда. Если вы обратили внимание, вот эти все стукачи, они все вместе тусуются. Вы попадаете в их компанию, вы не знаете, что они стукачи, а они знают, что вы не стукач, что вы не из их сучьей породы. И они вас втягивают потихоньку. Или же отвергают вас, если вы неинтересны, или вас втягивают и делают из вас такого же, как они сами. Опущенку, как говорится. Поэтому этих товарищей, агентов, я имею в виду, СБУ, ФСБ, нужно вычищать. И запомните одно, украинцы. Русские воевать не умеют. Именно из-за того, что они не умеют воевать, они так много говорят, что они умеют воевать. Они всегда закидывают трупами, не жалея своих солдат, своих людей закидывают. Вояки они никакие. Но и мы, чеченцы, их победили. В боевом столкновении 3-4 тысячи чеченцев, вооруженные стрелковым оружием, гоняли эту великую вторую армию в мире просто как зайца в поле. Так вот, мы выиграли на фронте, но проиграли в тылу. А методы у них просто обширные. Просто огромнейшие методы. Поэтому, друзья, имейте в виду, русские не должны думать, только исполнять. Ну вот им так и предлагают, так и предлагают. Ассалам, скажите, пожалуйста, как переводится слово Ичкерия, что оно означает? Спасибо. Салам. Ичкерия, ну по-разному там есть толкование этого слова. Это старое, древнее чеченское слово, как выяснилось, потому что много пропаганды, что это не чеченское и так далее. Но это Ичкерия обозначает
равнинную плата на территории нашей страны. И есть информация, что это раньше так и называлось. Раньше наша страна Ичкерия, и сейчас вот мы возродили это слово. Ольга, ты умничка. Дуже дякую, Ольга. Ты тоже. Я ничего не имею против тебя и чеченцев, но почему у вас у всех, если есть акцент, то такой? Так же, как с немцами в 30. Царь сидит в троне, а Путин работает. Путин не работает. А что у нас сейчас в Европе творится? Собака только гавкать умеет, говорит Вячеслав. Ну не гавкай, Вячеслав Пай. Зачем ты гавкаешь? Слава Украине, все будет Украина. Героям слава. Так. Друзья, каким героям ответите? Каким героям? Не понял я. Давайте заспамим прапорами Украины. Так, не надо спамить. Пишите лучше комментарии. Так, Украина, так. Друзья, ну вы переключились от вопросов на борьбу с этими ватниками. Не обращайте внимания, задавайте вопросы лучше и пообщаемся. Спасибо, что ставите лайки. Спасибо, что всем, кто подарил подарки. Большое спасибо всем. Великие бурлаки на Волге, но радуются. Да, Слабяк, совершенно верно. Донецк – это Украина. Конечно. Скажите что-то про Сашку Белого. Сашко Белый – герой чеченского народа. Денис, спасибо за подарки. Сашко Белый – герой чеченского народа. По-моему, высшей наградой. Честь нации награжден. Их было 12 или 14 человек. Несколько человек погибли. Командир их погиб тогда. Спасибо, Анна, спасибо. И в честь него и других погибших у нас были названы улицы. В городе Грозном. Тогда он назывался Грозный. Потом он назывался Джохар. Спасибо. Еще раз спасибо всем. Вот что я могу сказать. Они недолго пробыли. Они провели очень хорошие операции. И русские открыли охоту на них. Потому что это было очень им больно, трудно переносить. Они хотели свести наше сопротивление, как потом во Второй войне после гибели Джохара им это удалось. К религиозной риторике, с национально-освободительного перевести там в религиозное сопротивление эту войну. И украинцы портили всю картину, потому что чеченцы везде принимали, они сражались с чеченцами вместе и так далее, выпивали вместе с чеченцами. И это как-то не очень помогало русской пропаганде, и русские на них открыли охоту. Там очень серьезно была на них охота, и Джохар их отодвигал в сторону, что, берег, что охраняли их, там их как бы наши, не то, что охраняли, они сами могли себя охранять, с ними всегда были наши люди, и это было очень накладно, и они были вынуждены потом покинуть нашу страну. Потому что если бы с ними что-то случилось, там предателей чеченцев на это подбивали, чтобы они убили, чтобы как бы это выглядело, что чеченцы их убили, чтобы у украинцев отпала охота помогать украинцам. Но не тут-то было. Как обычно, Джохар все просчитал и таким образом не дал просто их убить. А в бою погибли несколько украинцев. Пусть земля им будет пухом. Мы чтим своих героев наравне со всеми вне зависимости от национальности, вероисповедания и так далее. Вітаю вас там. Вітаю, Вілдкет.
Да нас своих проблем хватает, говорит. Виталий, он сам не знает, что болтает, говорит Александр. Так, салам алейкум. Ва алейкум ассалам, Денис. Ва алейкум салам. А ты умеешь воевать? Александр, что значит умею? Умею. Если у меня военное образование? Нет. Воевал ли я? Нет. Ну, я могу сказать, что из тебя я бы весь твой дух в твои кроссовки спустил бы. Нужно больше поставок сигарет, мало горит ли он. Да-да. Да-да. Так, если пойдет, в российской армии прикажут, закон издадут, не курить, короче говоря. Хотя это их не спасет. Москва это Украина. Да, Анна, я согласен. А ему вопрос задал, он мне не ответил. Ну дай дойти до вопроса. Дошел ведь и ответил на твой вопрос. Москва это Украина. Второй армии мира надо воевать как второй армии. Одну большую бомбу на каждый город. И всего делов. Укус бобра. Ага. Ну вот, типичный русский фашист, который предлагает сбрасывать бомбы на гражданские объекты, на женщин, детей и так далее. Но я скажу вот этому укусу бобра. Вы бы сбросили бы бомбу, вы видели, что вы с Мариуполем сделали и так далее. Просто вот эти бомбы большие, вы, извините, конечно, как это помягче сказать, ходите по-маленькому, когда вам это касается. Это все блеф и фигня. Вы не посмеете сбросить. А знаете, почему не посмеете? Потому что прилетит обратка. И нет Украины, у Украины нет атомного оружия, а от НАТО. И ваши понты дешевые, что мы бомбу сбросим, как вторая армия в мире. Вторая армия в мире не сбрасывает бомбы. Соединенные Штаты Америки не сбрасывают атомные бомбы на Афганистан, на Ирак, где она еще воевала, в Югославии. Поэтому все, что ты тут несешь, это фигня полная. Потому что вы никакая не вторая армия. У вас быдло сброд в этой армии. Сброд полностью. И если бы не ФСБ, вы бы даже в Чечне не выиграли бы. Понимаете? Потому что воевать вы не умеете. Даже в маленькой Чечне, которая 170 километров в длину, вы бы там не выиграли. А сейчас, когда весь мир помогает Украине, когда Украине открыли ленд-лиз, когда это 40-миллионное государство, когда их дух превосходит в 1000 раз ваш, вы не можете у них выиграть. Атомную бомбу вы сбросили бы. Вы грозились сбросить атомную бомбу и думали, на вас обратят внимание. На вас не обращали долго внимания, но вы грозились, пепел, радиоактивный пепел, мы сейчас Америку, мы сейчас тех. В конце концов, надоела ваша вот эта фигня, болтовня, и Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании, сказал, что если не просто вы по Америке или по Британии примените атомную бомбу, если вы по Украине примените атомную бомбу, кстати говоря, обратите внимание, что Будапештский меморандум подписала Великобритания, США и Россия. Братская, родная, славянская Россия подписала, понимаете? А два чужих инородца, англосакса, защищают от родного брата, как вы называете. Вы позорите вообще само название, родственные, братские какие-то отношения. Вы позор просто. Понимаете? Так вот, Борис Джонсон сказал, если вы нанесете, так как у них подписан меморандум, и они считают, что вас нужно остановить, и это очень хорошо. И они вас остановят. Вместе мы все вас остановим. Мы вас уже остановили. Мы вас уже остановили. Вот и Борис Джонсон сказал, если Россия применит ядерное оружие по Украине, не согласовывая со членами НАТО, с другими
государствами, членами НАТО, Великобритания нанесет ответный удар по фашистской России. И что вы думаете? Вторая армия мира, вторая армия мира, заткнулась. Все, больше никто не говорит о нанесении ядерного удара по Украине. Но пошла другая тема. Раз нельзя так, а уже премьер-министр целый сказал, а там-то знают в Кремле, что премьер-министры просто так слов на ветер не бросают. Сказал, все, значит, Великобритания применит. Все, выпустили ролик, они как на Западе, тут у нас на Западе, знаете, как представляют, что если есть власть вообще в демократическом государстве, делится на 4 типа, да, 3 ветви. Основные, которые такие официальные считаются, да, судебная, законодательная, исполнительная. И 4, негласная такая, журналистика. Вот вашему Киселеву разрешили ответить журналисту. Премьер-министр сказал, а ответил журналист. И все, и на этом все затухло. Сказал, что Великобританию мы превратим там, остров превратим там и так далее, и так далее. Ничего вы не сделаете. Как только вы превратите Великобританию, сразу же ваша Москва, Путин, Патрушев, Лубянка и остальные города тоже будут превращены. Потому что есть и подводные лодки, есть и Соединенные Штаты, есть и другие англосаксонские страны, вроде как Канада, Австралия и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому вы просто испугаетесь. И началась тема про подрыв, опять шантаж. Это излюбленный метод террористов шантажировать, и всегда они запугивают Запад запугивают атомной бомбой, атомным взрывом. И вот сейчас вы за АЗС начали говорить. Вы ничего не сделаете, вы не взорвете эту АЗС. Как только вы ее взорвете, ваш Путин будет уничтожен. Если бы была бы угроза 140, 140 вас нет, там 90 миллионам россиянцев с уничтожению, Путин бы, не задумываясь, применил бы и атомное оружие, и взорвал бы все что угодно. Но там вопрос будет касаться самого Путина. А его жизнь, его и Патрушева, это самое ценное, что есть в России. Все 90 миллионов россиянцев не стоят и коготка ихнего. Поэтому вы не примените, даже не взорвете эту атомную электростанцию. Вы блефуете, вы понтуетесь, вы трусы, которые возомнили себя какой-то великой страной, нацией. Вы людоеды, вы убийцы, вы военные преступники, которые 100% будут отвечать. Я вам это 100% гарантирую. Ну, кроме тебя, укус бобра. Ты просто, ты никто, ты ноль. Зачем флаг США? Так, привет из Николаева. Привет, Анна, привет. Ахпат слива. Слава Украине, да поможет Всевышний. Аминь, аминь, аминь. Так, слава Украине, да поможет Всевышний. Россия, тюрьма народов. Да. Так. Как вы считаете, после войны что ждет на Украину, а что ждать России? Я не знаю, что ждать на Украину. Я знаю, что ждет в Украине. Украину ждет. Украина станет, может даже если войдет в НАТО, что я думаю вполне возможно, а может и не войдет в НАТО. Это не важно. Не важно, если станет военным союзником США. Если же она не станет военным союзником США, то Украина просто обязана войти в НАТО. Это ее гарантия. Потому что русские никогда не отстанут от эта фашистская Россия никогда не отстанет от Украины. У нее будет самая сильная армия. Туда потекут огромное количество инвестиций. Украина будет образцово-показательно
демократическое, правовое, цивилизованное государство. Вот что ждет. Фашистскую Россию ждет распад. Может сразу, может для этого потребуется время. Но без сомнения Чеченская республика Ичкерия выйдет из состава фашистской России. Навсегда. Из Совета Безопасности, из постоянных членов Совета Безопасности ООН, фашистская Россия тоже будет выкинута пинком под зад. И давно это нужно было сделать. Вот как-то так. Я забыл сказать, вам американцы снова начнут присылать гуманитарку, чтобы вы не умерли с голоду. Вы снова будете говорить: Господи, благослови Америку. Ваш президент, новый президент, который придет на место сейчас Путина, ну, может быть, сейчас после Путина придет Патрушев, там еще какое-то время, но вы в конце концов скажете, как Ельцин ваш сказал, а то сейчас вы скажете: никогда мы такого не скажем. Скажете. Великий Советский Союз, первая армия в мире, приехал в Америку, в Вашингтон прилетел и сказал: Господи, благослови Америку. И вы скажете это, и утретесь, и будете делать вид, что вы всегда так говорили. Понимаете? Вы же обманули американцев. Фактически вы предали их. Они вам много что разрешали. Понимаете? Они вам многого разрешали. Они надеялись, что вы станете цивилизованной страной. Вас ввели почти во все международные институты. Нефть цена росла. Посмотрите, что стало за 20 лет, 30 лет с Дубаем из пустыни. И что стало с вашей фашистской Россией? Вы говорите: великая ваша страна. Великая страна не та, у которой больше всего территорий, которая большая часть, кстати говоря, нельзя проживать вообще. Великая она и мудрая, даже не великая, это в порядке вещей. Это первая ступень к величию. Это то состояние, в котором мы пребываем в детстве и в старости. И наше отношение к этим детям и к старикам. Посмотрите просто, как вы относитесь к своим детям, старикам. Посмотрите, какие вы им пенсии платите. Посмотрите, как у вас в детдомах люди находятся, дети находятся. И вот тогда скажите мне, я вам скажу, что у нас в Чеченской Республике, если там не жили русские, никогда не было домов престарелых, никогда не было вот этих детских приютов. Мы не сдаем своих родителей, своих детей в дома престарелых. Понимаете? Вы не великая, вы подлая, лживая, грязная. Это не касается всех русских. Не касается. И приходится подчеркивать это постоянно. Чтобы вот этих реально святых людей, реально людей, которые заслуживают не родиться в этой стране, не родиться среди вас, вы фашистская страна, которая будет наказана. И мы, чеченцы, приложим максимальное усилие к этому. Потому что у нас много незакрытых счетов с вашим военным политическим руководством. А также другой быдломассой, которая убивала женщин, детей и стариков в Чеченской Республике Ичкерия. За все ответите. Так, palbīts abo. Nē. Esmu numēļš no dienon. Слава Украине! Героям слава! Так, давай, друзья, я просто... Вы много пишете, и я пропускаю ваш комментарий. Сейчас я поищу хороший комментарий какой-нибудь. Чеченцы, украинцы, братья, говорит, glory to Ukraine. Друг, брат познается в беде. Не тот, кто называет себя братом, а тот, кто, когда вам трудно, когда вам нужно, когда вы веселитесь, может быть, его не быть рядом. Но когда трудно, он обязан быть рядом. Не говоря уже о тех, представьте, просто, куда это, в какие ворота? Англичане, американцы
выполняют свои обязательства, вообще не называя себя братьями, никем. Причем и англичан, и американцев как не любили в Украине. Да, были, которые любили, но вот эта пропаганда, которая навязывалась, нет, нам НАТО не надо. Вы помните еще раньше? НАТО не надо, Америка там и так далее, и так далее. Конечно, это пропаганда была. А теперь мы узнали, украинцы узнали, мы чеченцы узнали, кто настоящий друг, а кто настоящий враг. Лицемер и подлец, который подкрался с топором сзади. Так. Верим в вас, я верю, свобода скоро наступит. Дай Бог, обязательно, не сомневайтесь. Так, а Зеленский вас бросил и продал Америке, вами Америка руководит. Александр, ну если ты против Америки, значит ты подхолопный или сам холоп. Ну почему ты пишешь неграмотно на русском, а? Ну как так? Ну ты же хотя бы хозяйский язык выучил бы. Ну куда годится-то? Так, Абу Хамза, Аслан, ассаламу алейкум. Да, аушвойла. Ва алейкум ассалам, Абу Хамза. Машвой. В Америке 10 миллионов бездомных. Сепар Израиля. Сепар Израиля. Ну давай, выкидывайте его из этого Израиля. 10 миллионов бездомных. Ну, ты сам, наверное, считал. Привет из Италии. Настя. Привет, Настя. Салам алейкум, алейкум ассалам. Поддерживаю. Что ты мученик? Почему я мученик? Нет, я не мученик, слава богу. Что ты... Это ты антитеррор ЧРИ YouTube канал, ты руководитель? Герат Хункаров. Нет, а ты с какой целью интересуешься? Какой целью тебе интересно? А? У нас есть один товарищ, антитеррор ЧРИ, у него есть канал, кстати говоря. Советую всем подписаться и так далее. И вот этот парень, он изучал ислам, он изучал другие религии, очень хорошо разбирается в этом во всем. И он начал сейчас вести, он их бегал за ними, вот за этими религиозными деятелями, которые прочитали всего лишь 2 брошюрки и представляются такими учеными ислама. И он за ними бегал, и в Фейсбуке он за ними бегал, и в Ютубе он постоянно, ну давайте подискутируем, давайте поговорим. Они все от него бегали. И сейчас он пошел к ним в Телеграм, это ФСБшная программа, в которой сидят люди, которые лояльны фашистской России. И мы там не делали в Телеграме. Я не знаю, почему украинцев так много в Телеграме. Но не советую. Ну ладно. И вот этот антитеррор ЧРИ начал и с другими товарищами ведут чат там. И размазывают разный бред, который несут разные товарищи, которые к ним туда заходят. Против ислама они не выступают, против религии не выступают. Но заходят люди, которые разоблачают их ошибочность, разоблачают их заблуждение. Я не совсем согласен, что говорит антитеррор ЧРИ и другие там, которые говорят. Сразу же скажу. Некоторые вещи я сам с ними мог бы поспорить. И спорю. Но сам факт, что заходят люди, которые притворяются мусульманами, а по факту являются лицемерами. И говорят, чтобы не пришли демократы, то есть власть народу, чтобы не принадлежала. Они хотят власть тирану какому-то, одному человеку. Они хотят. Чтобы не пришли демократы, мы готовы жить под Кадыровым, под Россией. Представьте. Чтоб не пришла своя свободная чеченская власть, и не мы приходим, не антитеррор ЧРИ приходит в эту власть. Просто им же тоже дается право жить свободно. И эти клинические идиоты готовы жить
под Кадыровым. Ну, это не клинический идиотизм. И потом говорят, вы не мусульмане, и вас нужно убивать там и так далее, и так далее. Этим людям не хватает духа выйти просто и открыто выступать против ФСБ и ГРУ. Максимум, что если у них есть сзади кураторы, они могут на Кадырова говорить. Это такой, они таким образом делают внутричеченский конфликт. И им не хватает духа сражаться против России, но убивать нас, антитеррора, меня они называют этим антитеррором и так далее, им хватает духа. Вот представьте, какие это дебилы. Вместо того, чтобы, живя тут в Европе, между прочим, иметь дело с русскими, с российским посольством, они имеют дело с кадыровцами. Они на них там что-то напишут, поменяют ник, и все. Вот такие вот бедолаги, украинцы. Не проигрывайте войну, а то у вас тоже будут вот эти дебилы, не побоюсь этого слова, которые будут убивать вас, но ничего не говорить против России. Эх, бедолаги. Так, не с кем будет общаться. Так, просто типа человек. Так, что за марш? Все перевернул. Америка поддержала госперевод Украине. Нуланд раздавала печеньки на Майдане. Ну что за бред? Зачем вы повторяете этот бред? Разве вы представляете, что печеньками можно было вот эту миллионную толпу собрать? Вы думаете, у Нуланда были такие вкусные печеньки, что она миллион украинцев вывела? Она вышла на площадь одна и сказала, вот печеньки, и все украинцы побежали за американскими печеньками. А они оказались рошеновские. Да? К тому же, не вести же из Америки. Вы клинические идиоты, россияне. Я вас поздравляю. Так, друзья, я тут... Герат Хункаров. Герат, если ты лжец, то не все такие лжецы. Если я открыто выступаю против ФСБ, против ГРУ, в отличие от вас, спрятавшись, почему я должен бояться вас, спрятавшихся, и не сказал бы, что это я? А? Скажи просто, подумай, раскинь своими двумя извилинами. Если я открыто выступаю против фашистской России, которая убила 300 тысяч моих граждан, то почему я должен был испугаться вас, анонимных героев, которые грозите отрезать голову? Вы только грозитесь, да, пока вы не найдете какого-нибудь полностью клинического идиота, который отрезал голову учителю безоружному во Франции. Вот такого. Пока вы не найдете, вы ничего не сделаете. Вы не подойдете, в лицо не скажете ничего. Вы будете вот так комментарии писать. Если я не боюсь против машины уничтожения людей выступать, то почему я скрывал бы свое имя? Тем более вы меня ни разу не поймали на лжи. Ни разу я не солгал за эти 3-4 года, что я вам перед вами сижу. И мой девиз «Сура из Корана» явилась истина и сгинула ложь. Воистину ложь обречена на погибель. Почему вы просто не подумаете об этом? А? Учитесь, чеченцы, учитесь. Вам нужно учиться. И тогда вы не будете вот такими, как этот Герат. А тебя хватит, хочешь чужими руками, а сам прячешься, трусишь. Хватит, чего не хватит-то? Почему чужими руками? Я же открыто все выступаю, говорю, разоблачаю. Ведь не все же автоматом должны бегать, правильно? Кто-то должен говорить, кто-то должен просвещать, кто-то должен информировать, кто-то должен писать. Ты получаешь деньги США, говорит. Эрфан Зеландиан.
Зеландиян. Нет, я не получаю. К большому сожалению, я не получаю ни одного цента, ни одной копеечки. Не получаю. Понимаешь? К большому сожалению. От души бесплатно вас мочу, Леон. Разоблачаю. Выиграет ли Украина? Выиграет 100%, без сомнения. Две извилины это как? Про одну слышал. Но одна от фуражки, другая от подзатыльников. Салам алейкум, слава Украине. Ва алейкум ассалам, героям слава. Так, ты Ктасава. Ктасава. Ты Ктасава. Красава, наверное. Дуже дякую, грузин. Амажоба. Машо я ожила. Да, ну, конечно, чухнул в другую страну и оттуда вещаешь, герой ты. Ну, нет, мне надо было остаться, чтобы вы, не напрягаясь, посадили меня или убили, конечно. Да, надо было остаться и все знания о вас держать в тюрьме, куда вы меня упрятали, или в могиле, да? А нет. Все очень просто. Это второй ты. Да нет, я не хочу резать. Герат, резать вы не сможете, понимаешь? Резать, не резать. Резать мужчины нужны, понимаешь? Мужчины. А если мужчина, он не пойдет резать чеченцу, когда есть рядом русский фашист, убивавший женщин и детей. А их полно вокруг. Так что мужчина не пойдет убивать чеченца за взгляд его, отличающий за бред, который вам долбили в голову, а вы его развиваете. Ассаламу алейкум, Расолга, героям слава, слава Украине, героям слава. Сколько тебе платит Америка? Ничего не платит. Что такое право? Салам алейкум, Казахстан. Ва алейкум ассалам, Казахстан. Дела герат, маледерса гуко. Хайкал датса просто, ихир дуке. Хүйц қис луши хунц хаунш дүйч волшол. Хосан век хулқса да хуле. Анна сам деле холюрти вигвиш сегмау. Публика, какая публика? Публик мечаю. Публик, шо гирдук публик. Шо интересно, мадатсун, согазг штвал шу, согазг шан духал садеш вал шу. Сайгдалуш дек тасвел. أحط إيوي أن حسن وقت إيوي أن هاللقر دي داتسا تسيا مجاتي ميرش داتسا داشي بوش خبرش ديشتو سوت أم بيش عجو أكوب تشوغيا أشوش عش مش دو تسوش جينر حموا بيش دو أكوب تيتسا دوشو هو ديتس ديتسا شو وبشي لرتا دوي نوخشي مقان دويشو الله ديل. У нас здесь в Казахстане накапливается обстановка. А рашисты говорят, что после Украины очередь Казахстана. Но уже после Украины настала, поверь мне. Украина уже им не по зубам. Это они уже поняли и умоляют вести с ними переговоры. Я надеюсь, украинцы не совершат такой, не знаю, трагической ошибки. Сейчас, правда, обязательно. Так. Слава Дудаеву. Дуже дякую, Джонни. Открыто у тебя не хватит. Открыто у тебя не хватит дуа. Ну как не, я ж открыто. Как не открыто? Америка это все рептилии, динозавры, древняя раса, пельмени. Так, привет с Казахстана. Слава, победа, слава Украине. Героям слава. Аллах, Казахстан. Так. Я смотрел вечернее, там опять все по плану. По плану. Ну, наверное, у них такой план был. Я же не знаю. Мы же не знаем. План же, он не сказал, какой план. Значит, план демилитаризация и денационализация фашистской России в Украине. Видимо, в этом был план. Тогда все по плану. Так он, видимо, оговорился. Я тоже, когда много общаюсь,
И у меня бывают оговорки. Видимо, у Путина тоже. Он имел в виду демилитаризация и денацификация не Украины, а России он имел в виду. Ну, тогда все верно. Ты еще живой? Не представляешь, живее все живы. Вот скажите, вот если россиян кричит, что Россия это великая страна, а сами сидят за границей. Но их сейчас будут отправлять уже, все, визы туристические им отменяют. Они сюда приезжали, по визам находились тут и так далее, и так далее. Сейчас их будут отправлять обратненько. Азербайджан за Украину, говорит ассасин. Украина победитель. Да, Макшане уже. Привет вам из Киева. Витаю, Киев. Когда, в каком месте Украина будет праздновать победу? Я надеюсь, это произойдет в Москве. Смеется тот, кто смеется последним. Да? Надежда труд. А 30 вони герої зоанонімні залишаються. Так, ночі мир твоєму дому. Дуже дякую, Слава, взаимно. Ты кто такой? Давай, до свидания. Ты тоже, Игорь. Скажи, как победит Украина Россию? Ну, ты уже видишь, как побеждаешь. Так ты говоришь, хочешь резать через экран твои слова. Я говорил от того, который говорил в этом чате. Герат. Я говорил о нем. Ну и такие, как он. Ты же поддерживаешь его. Ты же тоже зашел тут узнать. Вам столько сказок про меня рассказали. И у меня все мои грехи вы забрали, да? Вот для не мусульман поясню. В исламе считается, что если на вас возводят ложь, неправду, то все ваши грехи или прегрешения мелкие, враги, вот эти люди, которые о вас говорят, они забирают. И я уже себя чувствую, вот меня как раз по здоровью спрашивали, оно у меня каждый день все лучше и лучше становится. Что вы только про меня не говорили, что вы только не делали, и все равно у вас не получилось меня. Самое главное, что вы хотели сделать, меня опорочить, это найти связь меня с фашистской Россией. Вам не удалось. Ни одной спецслужбы в этом мире это не удалось. И не удастся, потому что их нет, этих связей. Но вы делали все возможное. Там подстраивали, вырезали мои стримы, где я что-то мог сказать, говоря в третьем лице, или говоря о ком-то, как бы сказать, и вы это вырезали. Вырывали слова из контекста. Писали про меня разную чушь. И у меня настроение, у меня даже прыщей на лице нет. Представьте, до того у меня все по кайфу дело. Так, они вначале орали, не нравится, вали из России, а теперь бухтят, что легко из-за границы. Да, Али, абсолютно согласен, да. Если Украина проиграет, повеситься прилюдно. Не вешайся, Влад, не вешайся. Выздоравливай. Кто вы по национальности? Я чеченец. Флаг Украины будет развиваться над Кремлем. Иншаллах, Асламбек. Иншаллах. Я жду этого дня. Так, хай же Вильна Ичкерия. Вильна, вид Кадырова и России. Кадыров, видите, опять мы возвращаемся к этой теме. Я постоянно пытаюсь объяснить, но это тоже было одной из тем, что я человек Кадырова. Смотрите, еще в первую русско-чеченскую войну русские террористы, как и вас сейчас, Зеленского с Пушилиным хотели свести, помните, перед самым началом войны, договаривайтесь с Пушилиным там и так далее, говорили Зеленскому. Точно так же они пытались нас свести нашу национально-освободительную борьбу к гражданскому конфликту, гражданской войне, что мы воюем против каких-то кадыровцев, которые там за русским. И это ему в какой-то степени удавалось.
И они очень сильно навязывают. И вот сейчас, если вы заметите, блогеры, которые говорят только лишь про Кадырова и забывают про Россию, это подхолопные блогеры. Они за Россию. Они против Кадырова. Они хотят эту власть забрать, но остаться в составе России. Они это так представляют. Поэтому Кадыров это никто. Кадыров это ваш Пушилин. Это ваш Медведчук. Видите, за Медведчука никто ничего не меняет. Знаете почему? Потому что он агент. А в ФСБ или в ГРУ агент это никто, это ноль, это чмо. Понимаете? У них это так. Да, свои офицеры, действующие, сослуживцы, они, да, это уже каста, это элита их, так называемая. Шариковская элита, да, или там швондеровская элита. А агент он никто. Как бы его ни раскручивали. И вам навязывают Кадырова, чтобы это осталось в истории, чтобы это осталось в ваших умах, что какие-то кадыровцы и так далее. Даже чеченцы у них закончились. Они сейчас со всей России собирают все вот этот сброд, обучают якобы, там быстро проходит курс в Чечне, во временно оккупированной Чеченской республике Ичкерия, и отправляют под видом кадыровцев, уже русские, там другие национальности там идут и так далее. Поэтому не обращайте, ваш враг украинцы, это террористическая банда ФСБ, и возглавляет ее Патрушев и Путин. Запомните, вот истинные виновники ваших бед, вашего горя и нашего тоже. Вот кто является врагом вообще всего человечества. Сама Россия, сама вот эта ВЧК, ЧК, НКВД, они организовывались как террористическое образование. Они готовили террористов, засылали в другие страны, чтобы совершать перевороты и так далее, и так далее. Поэтому, когда вы размениваетесь на каких-то шушер, вроде Кадырова, вы льете мельницу на их воду. Это я не упрекаю, просто объясняю, друзья. Ассаламу алейкум, Франция, zu Scheitern ihr Quartbergner, Chuna, Humnenjuha. Scheitern ihr Quartbergner zu. Вот безобид. Смотри, Европа, уя. ومواتسا Европа, Россия, ночью чё аж мол. Scheitern ihr Hundbergner zu Quart. Bergbochol, безоружный, саган Quartbergner. Хавуматсо иш безоружниче кварт доқор хона. Азнам битайн гезри. Хават томбеш гонг маят вашанди. Хават томбеш. Ват хавуйтах Страсбургериан. Болтадеш. Хавуйт томбеш. На русском не нужно, лучше по-украински. Ну, пока учим украинский. Асан, я просто... Все, давай, Герат. Чус. А как думаете, почему преимущество на украинской стороне? Ну, во-первых, преимущество, потому что украинский дух силен. Украинцы всегда были воинами. Во-вторых, помощь Запада, конечно же, поддержка Запада, несмотря на то, что Россия очень много сделала для того, чтобы развалить украинскую армию, украинскую систему, оборонную систему, систему безопасности государства, СБУ, министр обороны, президент, как вы помните, и министр внутренних дел, как вы помните, были лицами, которые, как выяснилось, сбежали в Россию. Они были их агентами. Вот и все. Россия закончит скоро СВО. Про что будешь говорить? Ну, про фашистскую Россию, как и раньше, как и всегда. Буду говорить про фашистскую Россию. Пока вы не уберетесь с моей земли. Ты работаешь
от дьявола, говорит Искандер, который так и не научился писать по-русски. Слава Майкла Джексона. Так, основ. هو بلتات دي ستراسبورغ ده ولا سيوخي ودا تسوي ده هو بلبو سو تمتي ويد بوس يعود وان بيش اكوب شو عشوا يتوم تعبال عشوا ده عليك انا ولا дикость, конечно, дешь. Позади него флаг Америки. Наволочку расстелил, конечно, на Америку работает. Не работаю я на Америку. Просто у вас просто подгорает, когда вы видите этот флаг. И я вынужден был его повесить. И там не только висит. Вот сегодня повесил флаг Литвы. Вот Рига, Вильнюс, Иерусалим, Лондон, Берлин, Киев, Джахар. Ну и флаг НАТО делал. Поздравляю вас всех. Я еще раз у вас подгорит, я знаю. И, Марит, я в Германии нахожусь. Почему тебе не приехать назад в Грозный? В Грозный так красиво, хорошо, 100% у тебя будет все хорошо. Да, будет. Я приеду обязательно в Грозный. Романчик, не волнуйся. Я тебе 100% гарантирую, я вернусь в свою страну и буду жить в своей стране с высоко поднятой головой. Дай Аллах тебе здоровья. Спасибо. Я с Харькова. Привет, Лера. А бабы, которые сидят с мужиками в Европе, их тоже будут отправлять? Не понял. Я не понимаю, что любви к родине американцы должны учить? Слава Дудаеву. Героям слава. Так, слава героям, слава героям Украины, слава Украине, героям слава. Что делать? Так, привет из Беларуси за Украину. Живе Беларусь. Привет. Слава богу, Гнатию нужно это все так как мутят везде. Да. Так, друзья. Так. Это ты устроил теракт на Дубровке? Нет, это тебе в Лубянку, Блондина, 41. Тебе на Лубянку, там это все мутили. Или можешь сразу к Патрушеву сходить с Путиным, они тебе расскажут. Я не устраиваю теракт. Я мирный человек. Я гуманист по природе. Супер. Брат, ты из Ичкерии? Да, я гражданин Чеченской Республики Ичкерия. Так, что вы делали? Объяснить все равно. Так, Француз. Так. Да хранит тебя Всевышний Аллах, Асан. Ты нам нужен, даст Аллах, наша Ичкерия должна быть свободной. Баркал дейре исхоль. Да, Алмула. Так. Привет с Донбасса. Привет, Донбасс. Love, United Kingdom, USA, НАТО. Мы, значит, у нас с тобой одинаковые вкусы, я тебе скажу, дружище. Так, всем здравствуй. Здравствуй, Оксана, привет. Брат, ты из Ичкерии? Я гражданин Ичкерии. Так, друзья, я перемотаю, потому что очень много вы тут комментариев. У меня бывает так, что стрим обрывается, друзья. Так что не удивляйтесь, если сейчас стрим оборвется, потому что нас атакуют. И я сразу же постараюсь восстановиться. И никуда не уходите. Наш стрим постоянно атакуют. Мне угрожают, хейтят, пишут разный бред про меня, друзья. Поэтому ничему не удивляйтесь, если мой канал где-то там заблокируют, еще что-то. Мы все равно будем пробиваться, говорить правду и доносить правду. Привет из Астаны. Привет, Астана. Где грузинский флаг?
Вот как только Грузия признает Россию спонсором терроризма, грузинский парламент, сразу же повешу. Так, я родился в Осетии. Где флаг Ингушетия, Казахстана, Грузии? Где? Не знаю, где это. Нет такой страны, и гражданина, соответственно, не может быть. Как это нет? Ну ты урод. Как это нет, блин? Как это нет? Ты о чем говоришь, блин? Нет. Это тебя нет. Видно? Нет, блин. А это твоей фашистской России нет. Твоей фашистской России нет. Понимаешь? Не до государства, не до сформировавшееся государства. Делда аль-хамилу. Со асланук, арцую асланук со. Ерзеддерши тергелмади заметана. Егу не дақуйоқшу. Егу не дақуйоқшу. Сай ночи қом не дақушу. Со мюжикшан дюхал. И мюжги гуч бош. И шую гойч. Он бэра. Слава полку Мансура. Героям слава. Такого паспорта нет уже давно. Ты бредишь, нет? Так, героям слава есть странички. Так, Церь Мичеро. Сокотуль вторух Рамзан. Так, что скажешь про полк шейха Мансура? Они сами за себя скажут. Чеченская республика есть, но это Россия. Паспорт недействителен. Паспорт у меня на YouTube моем канале реалити. Есть видео, и не только мое, одного меня, как я рву паспорт фашистской России, который я вынужден был получить, чтобы просто существовать, чтобы выжить в фашистской России. Поэтому вашей страны не существует фашистской России. Вам хана. Так. Грузины на войне в Украине. Я знаю, я знаю. Салам алейкум. Паспорт мечада диз. Изам. Уэцамадана диидуа. Приветствую вас. Успехов, благополучия, процветания вам. Дуже дякую, Виталий. Взаимно. Слава Украине, героям слава. Так. Чала бинчан дюхал болби шу Аллах. У Аллах Аслан. Рук дал мола. Чалабин ча. Чалабин мюжги буй. Цян дюхал болби ашдухвай дал мола. Примите меня в мир, пожалуйста. Я Азербайджан. У меня есть вопрос. Напишите, Мехмед. Напишите, я просто сейчас не хочу ни с кем общаться. Напишите комментарий, я его зачитаю. Амин. Go, go, Wolf. Амин. Ты поддерживаешь нацизм? Как я могу поддерживать нацизм? Ты что, бред несешь? Ты живешь в моей стране, я из Германии. И чего теперь? И чего теперь мне теперь делать? Если твоей фашистской России нет, что теперь делать? Твоя страна там, за которую ты топишь. Езжай в свою фашистскую Россию, живи там. В Германии даже ичкерийские деньги до сих пор хранятся. Да, да. Ваша закалет уола. Цаума цаул. Сунит сунауашен юхи валан духу вала улқас. Цаум. Қиюхи гуру цаулас. Қитаума цаул. Ассаламу алейкум, Казахстан. Ва алейкум ассалам. Дуку Багаун. Дуку Багаун. Слава Ичкерии. Героям слава. Имцасу.
Так, почему ты говоришь по-русски, не пойму. Но если я не буду, если я буду говорить по-чеченски или на каком-либо другом языке, вы же не поймете, и у вас не будет подгорать. Так, ассалам алейкум, Казахстан, алейкум салам. Так, не трожь Россию. Да. Мы бы не трогали, если бы не лезли со своим свиным рылом везде в наш калашный ряд. Так, Россия оккупант. Да, ассалам алейкум, брат. Ассалам, я подписался к тебе. Да, отлично. Алейкум ассалам. На украинском. Так, друзья, ставьте лайки. Те, кого комментарии я не прочитал, пишите комментарии, и я обязательно прочитаю. Ein ночью мой отбиться, умник старый. Даел, кучурья, даел. Хотелось бы узнать ваше мнение о других локальных войнах, непосредственно о Карабахе. Но я могу сказать, что я особо не знаю всех этих деталей. Я знаю, что земля Карабаха – это Азербайджан, и армяне должны покинуть эту территорию. Астан, муцерео ля цуола, сум цаху эдуастна, ал эшер дикло коркцу. Почему отвечаешь не на все вопросы? Александр, ну ты уже в пролете, ты по-русски писать не умеешь, и ты за русских. Так, почему вы не едете в Украину, раз вы за нее топите? Почему не едете в Украину, раз вы за нее топите? А мне обязательно нужно находиться в Украине, чтобы говорить правду о фашистской России? А? Какая у тебя странная логика. Где у тебя там турецкий флаг? А что, он там был? Слава ЗСУ! Азов сила! Свобода Ичкерии! Дуже дякую. Так, Меркель аляхцул Ты про меня? Так, почему по-русски говоришь? Так, опять. Дякую за подтримку, взаимно, Ирина. Что-нибудь плохого можешь сказать про США, потому что он много плохого вытворяет. Ничего не вытворяет. Америка крутейшая страна. Так. Ну, вы ведь немцы отправляете в Россию. Но я не немца отправляю. Я отправляю человека, который пишет мне на русском, говорит, что моей страны не существует, а есть какая-то фашистская Россия. Вот я его отправляю. Вообще, любой человек, который отказывает нам в праве на нашу государственность, является таким же россиянином для нас, как любой русский имперец. Понимаете? Любой. Это может быть немец, это может американец, это может быть украинец. Если нас незаконно, а если это законно, приведите документ, что мы являемся частью России. Нет таких документов. Это ложь, это обман. Чеченский народ был отдан на откуп, на съедение людоедам из фашистской России. Понимаете? Поэтому тот, кто говорит, что нет моей страны, за которую мы заплатили 30% жизней своих граждан, для меня является таким же россиянином, как и любой другой. И он фашист, потому что он мне отказывает в тех же правах, которые он им хочет иметь сам. Так что вашей фашистской России не будет, а зато будет великая Ичкерия. Да. Очень хорошо, в Чечне живет мало русских, всего около 25 тысяч. Не знаю, хорошо это или плохо, но русские убили, когда пришли к нам наши граждан русских, и это очень плохо. За первые 1,5 месяца войны более 24 тысяч граждан, жителей города Грозного, среди которых большинство было русских. Потому что чеченцы имеют родственников, выезжали, не все русские выезжали. Русские
колонисты, это колонисты, потому что русские, большая часть русских у нас там появилась после того, как в 44-м нас всех выслали. Вернее, наших мужчин отправили на фронт воевать против немцев насильно, а наших женщин, детей и стариков чисто по-братски, как это любит великая Россия. Женщин, детей, стариков на смерть отправили. И заселили все это. А наши соседи погрели руку, кроме евреев, которые сказали ничего не брать у чеченцев. Все наши соседи на этом погрели руку. А чеченцы и ингуши умирали с голоду, холоду и так далее. Так. Ассаламу алейкум, всем достойным. Ва алейкум ассалам, всем достойным. Так, зачем ты продался Америке? Говорит Сережка. Сережка, да не продался я. Никто ни одного цента не дает. Елки-палки, блин. Вот что самое неприятное. Не платят мне. Каждый труд должен оплачиваться. Но не платят мне, понимаешь? Ни ичкерийцы мне не платят, ни американцы не платят, ни немцы не платят. Вообще никто не платит. Представь, приходится работать. Приходится работать. Да, Андрей, Ичкерия снова должна стать свободной страной. Совершенно верно. Ассалам алейкум. Где пропадал? Вижу, у вас есть подождем. Я тут, алейкум салам. По-твоему, Грузия пособник России? Сам ведь знаешь, о чем дело. Жаль слышать такие слова. Почему я считаю, что Грузия пособник России? Я такого не говорил. Никогда. Миропорядок меняется. Править будет Китай и какая-то дерьмо Россия. Так. Все вопросы в Грузию, да. Рамзану позвони, он оценка даст тебе. Да. Салам из Германии. Салам, Германия. С тобой понятно. Лицемер, живущий на американские деньги. Значит, США такой пушистенький, больше нету, не? 50 научись, да? Когда вас высылали, был Сталин. Неужели? Да, я скажу, что был Сталин. Да, был Берия. Да, был Гвишиани, который непосредственно в Хайбахе сжег около 800 человек заживо, женщин, детей, опять же, все мужчины на фронте. Да, эти 3 человека, которые руководили, были грузинами, но все остальные были русские. Понимаете? И сейчас в Украине воюют и буряты, и кадыровцы, и дагестанцы, и все остальные. Но поднимают они, заселяют они территории не чеченцами, не бурятами, а русскими. И нашу страну, когда очистили от нас, колонисты заселили, русские, с Подмосковья привозили, заселяли русских, из детских домов заселяли. И так далее, и так далее, и так далее. Представьте, вот вы живете, миллионный народ, ну или может тогда чуть меньше было. Вас в один день поднимают всех и отправляют. А вот все ваше и хозяйство, все остается нетронутым. В течение 2 часов, 20 минут на сборы, и в течение 2 часов ты уже едешь в поезде в Сибирь. Поэтому я не снимаю ответственность со Сталина. И его национальности я не стесняюсь. Да, абсолютно. Это да, это очень хорошо показало, кто такой был Сталин. И кто такой был Берия. И кто такой был Гвишиани. Да, есть. Но мы это не ставим упрек грузинам. Мы ставим империи это упрек. Этническая принадлежность. Про Сталина говорили, он русский больше
Ленин про него говорил, он больше русский, чем русские. Русские. Так, Бог тебе судья, говорит Валентина. Всем нам Бог судья. Так. Почему Пу сидит в бункере? А, страшно, ма, страшно, ма. Русские действуют по одним лекалам, разрушают мирные города, как Грозный, Мариуполь, Харьков и так далее. Да? Они захватывают не города, а руины. У вас смех не искренний, вас заставили? Да, да, меня заставили. Вот тебе азбука Морзе я передаю. Меня заставили. Так. Думаешь, двухголовый? Думаешь, двухголовый нелюдь? Это ты мне, что ли? Балатович, не пишите мне этого агента российских спецслужб сюда, пожалуйста. Это агент, о котором ты говоришь, Балатович. Так, Зеленский марионетка, Украина правит Америка. Ты против кадыровца? Я против фашистской России. А кадыровцы это те агенты российских спецслужб, они сводят вот этот конфликт внутричеченский вот этим все. Это очень сложно и долго идет эта процедура. Я вот всем разъясняю. Путин хуже, всем вместе взято. Еще один. Да. Мой муж хорошо знает Тору, Ветхий Завет. Россия, Китай будут править. Он мне это 20 лет назад сказал. Боже мой. Боже мой. Так, заселяют, они не что там живут люди, которые там жили веками. Где жили веками? На моей земле веками жили другие люди? Что-то я не помню. Мы 5000 лет живем на Кавказе. И мы свою землю прекрасно знаем, кто что. В отличие от вас, Иванов, не помнящих родства, мы помним и родство, и проблемы, и хорошее, и плохое. Веками. Вам этого не понять просто. Это большой объем информации, который мы передаем из отца к сыну и так далее. Несмотря на то, что ублюдочная фашистская Россия пытается всячески у нас этого отнять. И не получится. Никогда. Салам алейкум. Не очистили, оккупировали. Ва алейкум ассалам. Так. Балатович, не бойся, что тебя Рамзан достанет. Я ж чеченец, как я могу чего-то бояться? Чеченец, когда рождается, ему выключают вот эту функцию, боязнь, страх. Его нет у чеченца, понимаешь? Но это же не русские сделали, а Сталин. Ну как же Сталин, если там все были русскими, если заселять, да, часть территории отдали Грузии, часть отдали Дагестану, часть отдали Ставрополь. Да, перепало нашим соседям. Разграбили все разграбили, всю республику. Ну, она пустая, что же не взять. Ну, творили это русские. И до Сталина, прихода Сталина, творили тоже русские. Это не первый геноцид был. Просто Сталин, как кавказец, решил, видимо, очень сильно лизнуть русским и решить на корню. Причем невероятной подлостью. Сейчас чеченцев отправляют воевать в Украину. Слава богу, не все едут, хотя вынуждают, убили вот Магомеда Бессултанова за то, что отказался ехать. Русские террористы, их подхолопные товарищи, убили одного уже человека. Это, по крайней мере, что стало известно. Сейчас чеченцы, ну, так называемые чеченцы, с чеченцами, с натяжкой, чеченоговорящие их можно назвать. Я их называю подхолопные. Все, кто за Россию, я их называю подхолопные. Я их не делю. А там есть
ФСБшники, кадыровцы, эти, которые Путину подчиняются, военные, Министерство нападения фашистской России. И я их всех называю, они все для меня подхолопные. Так вот, сейчас подхолопные поедут воевать в Украину, потом всех насильно заберут, и неподхолопных тоже, а потом всех наших женщин, детей, стариков уничтожат. Как это сделали русские террористы в 1944 году. Вот какая подлость. И после этого нам говорят, живите в фашистской России. Дайте нам какое-то основание, что нас хотя бы не будут убивать. Ладно, мы не будем развиваться. Ладно, у нас не будет университетов. У нас не будет заводов и фабрик. А только будет там приложение к большой России и там часть. Ну хотя бы не убивайте нас. А нет. И убивать вас будем. И ничего вам не дадим взамен. И вы будете частью нашей фашистской России, нам говорят. Не на того напали, друзья. Не на того. Слава Украине. Елело в составе России. Я цариетон 95-й регион уатин. Гайск елел хайн бейркелен. Слава Украине, гайск в составе эл. Вилвело, Вилвело, Кира дог датса, Кира путка датса, Умма датса, Кира. Бабин хависек. Мач о дишхел лакон, гайск мишгич вахайнуштал, шисом. Вилвело, Вел. ديل ده مدخل لك شوي يوقع أسا قواس إزود أخشور غوق ده يغيت إتشورت وروني وغيت تيشنس Ama gene oiteruk. Moder lua. Oi Schweiz una Wolf Poland. Oi Schwo chunel varwat. Nadol kars un der biešvek boh bol bušun kente. Ente dolaš sun. Цатишам, целерам санхиат торсу ицелс. Но хинц целерам бачунар. Просто вынужденная мера. А откуда у тебя столько терпения на этих зомбаков? Абу Амза, какое у меня терпение? Ничего у меня уже не осталось уже. Так, я не прошу вашу землю, а про то, что вы сказали про Донбасс. Я не про вашу землю, а про то, что вы сказали про Донбасс. Я не понял, что вы имеете в виду. Вы хотите сравнить Ичкерию и Донбасс? Потом русские оправдывают свои злодеяния ваххабитцами и неонацистами. Да, абсолютно так. Абсолютно так. Ассаламу алейкум из Казахстана, Иржан. Ва алейкум салам, Казахстан. Когда Россия отобрала земли и заселила туда другой народ. Когда Россия отобрала земли, это... ну на Донбассе было то же самое, да. Украинцы убили с голоду. То же самое было. Украинцы сопротивлялись, боролись за свою свободу. Русские фашисты вытравили их с голоду, травили, убивали и всех остальных. Просто народ убивали. Ад превратили, представьте, в ад. Вот они то же самое сделали бы сейчас, если бы у них получилось. Сейчас, вот за что вы сражаетесь, украинцы. Да, вы гибнете, уже тысячи погибло украинцев. Но поверьте, вы погибнете миллионы, если вы проиграете. Причем вас лишат чести, достоинства, будут унижать. Вы просто не представляете, что вас ждет. Вы видите нас, чеченцев, нас там рассказывают какой-то кадыровец там и так далее. Вы не представляете, через что мы проходим. При молчаливом согласии, иногда поддержке всего этого лицемерного, подлого мира. Слава Богу, меняется ситуация, и мир начал понимать, открывать глаза, и лицемерные политики сейчас будут уходить в сторону. И будет конкретно решаться вопрос фашистской России. Господи, благослови Америку, я могу сказать.
Россия вас пошла, спасла. Пошел ты, Серега, спасла. Россия себя спасти не может. Вы сдохли, вы вымираете по миллиону в год. О чем ты, кого вы спасли? У вас не читать, не писать на своем родном русском не умеет, не говоря уже о других языках, о втором, третьем языке, который знает. В Москве это я вам говорю, в Москве просто. В Москве, не говоря уже о захолустье. О чем ты говоришь, что вы спасли кого, что-то вы дали. Так. Хотя Сталина когда-то спасла Гачак Гульсум из Азербайджана. Сталина и ингуш один спас. И дружил с ним. Это скотина, которая не имеет национальности. Это русско-имперская тварь, которая горит в аду. Ассалам аса. А где в Германии флаг с волком заказать? Не в Германии, а в этом. В интернете. Можно заказать. Любящий свою землю живет на своей земле. Внешне работает у США, говорит. Владо. Что сказал, так и не понял. Прими аудиозапрос, брат. Аудиозапрос? Не знаю, как это. Здесь можно аудиозапрос присылать. Свободу Чеченской Республики. Героям СА. Так, друзья, я перемотаю. Опять много комментариев. Что такое Нохчи? Нохчи это наше самоназвание. Это чеченец. Мы себя называем Нохчи. Нохчи. Дети Ноя, ноевцы мы себя называем. Сколько она платит тебе, это Америка. Ой. Как вы считаете, какая политика должна быть в Ичкерии? Гуманная, справедливая, правовая. Дайре исход Абу Амза. Береги себя, брат, кадыровцы могут повредить. Кадыровцев не существует, как не существует ЧВК Вагнера без России. Это банда ЧВКшная, ну так они себя называют. Это никакая не ЧВК, это банда. Террористическая банда кадыровцев, террористическая банда вагнеровцев. И все, Вагнер. Все, нет никаких. Мне может навредить только фашистская Россия. Ни один чеченец мне не может навредить, понимаете? Потому что я выступаю за чеченцев. Я выступаю за их свободы и за их права. Ни один независимый чеченец не сможет сказать мне слово в упрек. Не говоря уже, чтобы нанести мне урон. А кадыровцы, из банды кадыровцы, я их называю попы, путинское охранное предприятие. Вот эти попы, да, они могут, но они это не кадыровцы делают. Они делают по приказу своих русских хозяев. Своих холопов, хозяев холопов. А это подхолопники. Амин, респект. Не мир подлый, а люди. Да, так и есть. Благослови Америку, истинный мусульманин, говорит Серый. Ты не поверишь? Истинный мусульманин, и еще громче скажу. О Аллах, благослови Америку. О Аллах, не дай увидеть мне плохие дни Америки. Чтобы эта фашистская Россия тряслась до конца моей жизни и своей в страхе просто. Что такое ночью? Ну, так, Сталин бандит. Че много ты говоришь, не боишься так говорить? Нет, я сказал, я чеченец.
У нас нету такой функции, как боясь чего-то. Если бы не Россия, говорит, вы бы устроили халифат на Кавказе и объявили бы джихад христианам. Ты не поверишь, доктор, но именно Россия навязала вот этот нам, этот нарратив религиозный. И ваш Ахмад Кадыров, папа вот этого Рамзана, это самый первый проповедник вот этой халифата, исламского государства и так далее. Мы строили, Джохар Мусаевич Дудаев и первый съезд парламента нашего. Не было никаких радикалов, никаких халифатов. А потом ваша пропаганда через вашу агентуру, и потом, как выяснилось, Ахмад Кадыров оказался агентом российских спецслужб, и сынок пошел по его стопам. И другие товарищи оказались вашими агентами. И вот мы не строим халифат. Это бред. Халифат чеченцы не могут построить. Чеченцы могут построить свое национальное государство. Если будет какое-нибудь объединение мусульманских государств, где у чеченцев будут права, чеченцы подумают, взвесят, будет Евросоюз, например, и какой-нибудь исламский союз. Вот чеченцы подумают, взвесят, что там честно, что нечестно. А халифы нам какие-то, у нас никогда не было, понимаете, халифов. У нас власть была сперва всегда избираемая. Мы всегда избирали власть еще со времен, когда еще в Греции не было этой демократии. Понимаете? А по нам какого-то араба в халифы, спасибо, увольте. Чеченцы свободные люди. И когда халифат уже не существует сколько лет, знаете, халифат называется там в халифате, так называемом халифате, праведные халифы были. Так вот, этих праведных халифов было всего 3. И знаете, почему их называют праведными? Потому что после них уже были неправедные. Понимаете? Поэтому нам короли не нужны. Это русским нужны короли. Нам они не нужны. Мы всегда жили свободно. Мы свободные люди. Вот и украинцы в этом оказались реально. Я думал, реально украинцы и русские это одно и то же, если честно. Извиняюсь, конечно, я уже давно об этом говорил. Но оказалось, что у нас больше общего и с американцами, и с украинцами, и с евреями, чем с фашистской Россией. А ты кто сам? В лицо сказать слабо? Нет, приходи, скажу в лицо. Что, проблема что ли? Так, знаешь, кадыровцы могут и попереть Казахстан. Какие кадыровцы? Россияне, Эржан, россияне. Что-то ты разговорился. Да, я такой. Ассаламу алейкум. Оно чугуй ваша. Ва алейкум ассалам. Да, алмола. Хауитах. Хамилу. Где есть Чечен, есть муджахед, а не Кадыров. Так. Не понял. Ассаламу алейкум. Русские откуда взяли слово Грозный? Ваша столица. Салам алейкум. Русские откуда взяли слово Грозный, ваша столица? Ва алейкум салам. Илхар. На месте, где была образована русская крепость Грозная, находилось 7 населенных пунктов. Русские фашисты уничтожили этих всех и построили там крепость. И в честь своего, ну они же всегда под королем ходили, под царем, а их царь, кстати говоря, на коленях ползал перед другими завоевателями. У нас бы таких царей не было бы, даже если были бы цари. Назвали в честь Ивана Грозного. Грозно, это так нас запугивали. Но история такая вещь, что в итоге само название Грозное, которое русские очень хорошо сдали, вселяло ужас в их сердца. И никогда не вселяло ужас ни какой-то там Ванька
Грозный или еще кто-то в наши сердца. Нас Бог освободил от этого недуга, как страх, паника и так далее. Слава Богу. Поэтому русские взяли это слово от себя. А мы потом переименовали столицу в честь нашего президента Джохара Дудаева. И теперь нет никакого Грозного. Есть город Джохар, бывший Грозный. Вы скажете, что... Так. Двойные стандарты. Так, доктор, за своим кораблем. Он тяхал ролик шмайна обобе шуэль. Хас. Духомш дүйцон цер, духомш дүйцон матишла. У вас как ставим нося? Ну или 4. Так. Вам, короли, не понадобятся ни белые кости. Только что вот эта Натали, она сейчас сказала, что я не белые кости. Вот это, вот это существо, она сказала, что я не той породы, короче. Это бичушка говорит мне. Который знает всю свою историю настоящую, честную, а не как у него фейковую. Но до этого, вот это Натали пока сказала, что я не белые кости, а вот эта чушка белая, мне чеченец пишет, что вот там он там, приезжай, Кадыров, и тебя там накажут там и так далее. Это такой же черт, вот это подхолопный черт, вот это холопки. И эта холопка ему там ставит лайк, там поднимает, там посылает ему смайлики. Так вот, вот я хочу не тебе, холопка, сказать, а вот этому подхолопному, которого раньше ты поддержала. إدقون خلشدك بيتشو حجوشو بيتشو عايشات حكروا الغلاء عغلاء عاج ميبوع يوم يق يوم жду пошли лишь дель душу. Зайди на мой профиль, и я вам покажу русский мир. С чего это я должен туда заходить? Так. Да, ночі духовітий, Бож. Да, дуже дякую. Привіт, рад Осман. Взаимно. Да что ты оправдываешься перед этими кафирами? Мы построим какое хотим государство. Мы построим государство, ты можешь строить государство, или ты хочешь построить новое государство. У нас есть государство. Когда вы говорите, мы построим что-то другое, значит, вы хотите убрать то, что есть. Ну, давайте освободим сперва то, что есть, а не лить воду на мельницу русских фашистов. И когда вы начинаете говорить этот бред, что все христиане, все кафиры, все враги чеченцев, сами живете здесь, в Европе, получаете пособие, ваши родители лечатся у врачей кефирских, вы пользуетесь кефирским интернетом, кефирским планшетом или смартфоном, и потом несете такую чушь просто. Вы прячете русских за спинами всех христиан, размывая. Хотя наш враг является именно фашистская Россия, ГРУ и ФСБ. Главный из них ФСБ. И вместо того, чтобы сказать ФСБ наш враг,
Вы размываете просто. Как Путин прятался за русский народ, помните, когда он в 99 году взорвал свои дома и сказал, это вызов не государству, это всему народу брошен вызов. И спрятался за русским народом. Потому что гибня победить не может одна. Ей нужно мясо. И вот ты сейчас льешь воду на мельницу. Я не знаю, почему вы такие. Или вы необразованные такие, или вы на русских работаете. Я не знаю, почему вы такое несете. Вот, рекроу. Хочет добавить рекроу, Натальяс. Так, Наталья Ватна, да. Кем себя возомнил? Лучше других? Почему нет? Абсолютно. Добрый день вам, уважаемый. Добрый день, Андрей. Привет с Украины. Привет, Лена. Салам алейкум. Вы что, сподвижник Джохара Дудаева? Да, я его, можно сказать, сторонник. Джохар сила, Аллаху Акбар. Радует, что у тебя хороший сосед. Это русский. Этот хороший сосед за 1 век устроил 2 геноцида. Представь, а в прошлом, вот прошлый век, в этом новый геноцид был, в 94-м начался, потом в этом веке еще 1 геноцид был. До этого еще вы нам устраивали геноцид. Каждый век вы нам каждый век по 2 геноцида устраиваете. Это хороший сосед? Я только от вас слышал, что соседи о вас говорят что-то хорошо. Ну, только вы сами про себя можете сказать. Смейтесь почаще. Этот истерический смех я аж кайфую. С удовольствием. С удовольствием. Ассаламу алейкум. Алейкум. Салам с Грузии. Салам. У тебя мания величия. Лечись. Да, не знал. Скоро будешь кричать Ахмат Псина. Я могу сейчас прям крикнуть Ахмат Псина. Крепкого вам здоров'я. Дуже дякую. В Одессе снова воздушная тревога. Держитесь. Настоящий чеченец за мир, а не за очередную убийцу или убийц, уничтожавших Африку и Восток. Да, за русских фашистских ублюдков, которые воюют и на Востоке, и в Африке, и в Европе, и везде, чеченец настоящий быть не может. Это правда. Так. Короче, ты попал, молись. Так, это как это чушку. Настоящее так было. Кефир сила. Да, Вилдкат. Вилдкат. Мужик, ты красавчик, уважение тебе. Дуже дякую. Ассаламу алейкум, ассаламу алейкум, ассалам. Так, русские гуляют себе. Ты справжній патріот, мудрый человек. Слава Украине, славочки, героям слава. Дуже дякую. Спасибо вам за умные и правильные слова, за поддержку. Пожалуйста, Лен, пожалуйста. Так, Аслан, ты молодец. Слава Украине, русские зомбированы. Да, точно. У них друг Талибан. Так, друзья, я перемотаю. Аслан, ты что не идешь Украину воевать? Асхаб Хамби. У вас милая улыбка, говорит Белиссимо. Дуже дякую, Белиссимо. Так, Асам, почему ты не идешь в Украину? Я сейчас воюю, Асам. Ну что ты говоришь? Как? Кто-то же должен информационную вести борьбу, правильно? А как я, например, мало кто знает фашистскую Россию изнутри. Как я, чеченец, который пережил все русские спецоперации, спецмероприятия, я разъясняю.
И поверь мне, очень даже неплохо получается разгадывать ходы ФСБ и ГРУ, которые они пытаются начать. Будешь в Одесі, встречу как брата. Вот, дуже дякую. Обязательно приеду скоро в Украину. Как вы думаете, Россия после войны против Украины, надо писать, а не на Украине, нападет на Казахстан? Ну, я думаю, в принципе, на Казахстан нападать необходимости нет как таковой. Там те же КГБшники во власти в Казахстане, поэтому я думаю, там договорятся и нормально все будет. Просто добровольно войдете в состав и все. Фашистской России. Шутка. Будешь в Одессе. Так, это был. Так. Инфовойна сила. Да, я выяснил, кто тебе реально конец, ты не чеченец. Я выяснила, кто-то тебе реально конец, ты не чеченец. Что ты вкладываешь в слово конец, а? Что я умру? Ну, мы все умрем. Ты не умрешь, что ли? Не Кадыров, а Кафыров. Да? Когда Украина победит, встретим вас как родного. И мы вас встретим обязательно. Мы еще с вами в горах Ичкерии будем шашлыки жарить и на лыжах кататься. Диванный военный, разъясняю и зарабатываю, говорит Дмитрий. А где такой смелый живет? Город Гамбург. Ваш банк-притон посольства России и так называемый консулат, филиал вашего банк-притона, где вы наркоту продаете, заказные убийства делаете, они знают. Велосипеды воруете, кстати говоря. Да, вашего одного тут в Страсбурге поймали. Великий таскал. С этой дипломатической неприкосновенностью, между прочим. Они знают, где я живу. Не волнуйтесь, они знают. Ваш этот Сережка Нечаев, ублюдочный посол фашистской России, прекрасно и меня знает. И вашего Сережку Нечаева мы тоже иногда пинками гоняем тут по инфополю. Так что не волнуйтесь, я ни от кого не прячусь, ничего не боюсь. Боюсь только одного, что не увижу конца фашистской России. Ну и президента новой России, который будет говорить: Господи, благослови Америку, как Ельцин это говорил. Так что все знают, где я живу. Не волнуйтесь, не волнуйтесь. Скажи, пожалуйста, еще раз. Шутка, шутка. Он будет президент Ичкерии. Нет, я не буду президентом Ичкерии. Знакомые армяне живут в США, говорят, сын Байдена коррумпированный чел. Байден марионетка. Вау, армяне сказали. Ах, тогда все, скажи. Так, фантазеры. О, Гамбург, спасибо за информацию. Эта информация уже 3-4 года в интернете открыто есть. Вы что, мечты, мечтать не это. Аслан, Казахстан никогда не войдет в состав РФ. Поверь, здесь совсем другая обстановка. Так. Черт, я шачу его хуст, кест. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Ну, не войдет, отлично. Я-то так шуткую, да. Но то, что Такаев, например, как и Милуар, Назарбаев, это ГБшники, которые власть казахам не дают. Казахи власти не имеют. Выборов у них нет. Власть передается тому, кому посчитает нужно. Это бред. А так, будем надеяться, что казахи не войдут. Как вы относитесь к белорусам? Я отношусь к свободным белорусам
очень хорошо. А подхолопным белорусам так, как положено относиться к подхолопникам. Так, Дима, спасибо за подарки, друзья. Спасибо вам большое. Виталий, тоже спасибо большое. Ну да, 4 года. Да, уже 3,5 точно. Асан, ты хорошо воюешь, и мне бы такую войну. Ну, понимаешь, не у всех хватает способностей так воевать. Некоторые должны с автоматом воевать, некоторые должны интеллектуально, информационно просвещать. А такие, как ты, должны, ну, где-то там подметать, убирать. Вот это твоя работа. Ты пока еще не дорос. Ох, как у них подгорает, вы молодец. Ну, это еще сегодня подгорает, у них иногда бывает вообще. Согласна с вами, у нас нет демократии от слова совсем. Да, Белиссимо? Если ты имеешь в виду в России, да, а в Украине она есть, Белиссимо. Если слава Украине, смерть врагам. Двойные стандарты. А вы за кого? Я за справедливость. Но Токаев не признает ДНР, ЛНР. Ну и что он не признает? И что это? Это еще не друг, друзья. Санкции обходить помогает Казахстан России. Это не вина казахского народа, но это вина руководства Казахстана. Я думаю, этот вопрос нужно закрыть. А вот это вред для Украины, что Россия обходит санкции и не теряет то, что было запланировано, а пытается как-то вырулить и не получает таких ущербов. А слова лишь всего, и что такая сказал? Сказал, что 190, там сколько, 6 или 8 стран в ООН входит, и если всем дать свободу, то будет 500 с чем-то. Так вот, Такаев сказал, что Чеченская республика не должна быть свободной. Я говорю Такаеву вслед за русским кораблем, если он чеченцам откажет в свободе. И любому другому я это говорю. Почему нельзя иметь 500 государств независимо? ДНР, ЛНР это не государство. Чеченская республика, мы имеем свой язык, свою культуру. 1000 лет это наша земля. 1000 лет. Мы за эту землю проливали кровь. Мы ее растили, лелеяли, ухаживали и любили эту родину. А кто такие лугандонцы? Есть такая национальность или есть такой язык? Или, может, лугандонцы подняли революцию, у них был Джахар Дудаев, лидеры были, не только Джахар Дудаев там был, которые объявили выход из состава Украины и так далее, и так далее. Нет. Все было сделано иностранными агентами, которые пришли в чужую страну с оружием, подняли свою агентуру и полезных идиотов, и раздербаненная просто главарем СБУ, главарем МВД, министром обороны и президентом. Украина просто не имела возможности свою территорию восстановить. Это вообще даже никак ни в какие ворота не сравнивается. Вот мне задают вопрос, я писал об этом. Много писал, расписывал подробно. Вот это ваша Лугандония, украинцы, у нас был на Теречном районе там очаг, и в Урус-Мартановском районе был очаг. Просто Чеченская республика, просто она в миниатюре Украина. Но те же события, я же поэтому здесь сижу и рассказываю. Я именно поэтому выехал из Москвы, оставив свою прежнюю жизнь, чтобы включиться, понимая, что Украина идет по тому же сценарию, что и шла Ичкерия. А у нас есть опыт выживших. У нас очень много убили тех, кто владел огромным количеством информации. Многие сейчас сидят, молчат. Но вот я решил таким образом помочь Украине. И буду помогать. И та вот эта пропаганда, которую, несмотря ни на что, они моих родственников пытают.
Что, много что вытворяют. Я даже не имею ни с кем из них контакта уже. Они от меня отказались, я от них отказался, потому что они уже подкупают, убивают, пытают, запугивают, все что угодно они делают с людьми. Чеченская республика Ичкерия суверенное независимое государство. А коллаборационизм, который произошел в Лугандоне, это чистой воды измена Родины. Если ты хочешь отсоединиться, а мы никогда не были, кстати говоря, частью России, как, например, Донбасс или Крым Украиной. Никогда нету ни одного документа, подтверждающего, что мы часть фашистской России. Мы выходили из Советского Союза, как и все. Вся проблема в том, что мы оказались самыми маленькими и самыми, как русским казалось, слабыми. Что они быстренько Чечню покорят и пойдут дальше. И мы дали Украине 20 лет. Я же об этом ролик делал, отдельный говорил об этом. Джохар Дудаев говорил, после Ичкерии будет Украина. Говорил, вы все это видели. Джохар Дудаев, зная, что мы не выстоим, давал Украине время. И нам, говорил чеченцам, драться надо до смерти, на смерть драться. Он же понимал, что не выстоит, что после Ичкерии будет Украина, он это знал. С нашими силами, он военный был, он прекрасно знал, чем располагает фашистская Россия. Несмотря на это, он нам говорил, надо драться. И чеченский народ дрался, и сам он дрался, и погиб. Лугандонцы это предатели, которые захотели кушать из миски. Россия же 13-й год. Помните, да? Путин, кто там, какой там, Форбс, по-моему. Самый влиятельный человек в мире это Путин. Там самый богатый человек в мире это Путин. Везде Россия, Путин, раз. И реально эти бичи, они подумали, что они реально великие. Гибнюки подумали, что они сейчас вот станут великими. Но надо вернуть Украину, чтобы построить империю, чтобы передавать награбленное своим детям. Ну и безопасно дожить до старости, умереть в старости. Нет. Это абсолютно два разных случая. Лугандония и Ичкерия. Это вообще ни в какие... Это Украина и Ичкерия. Да, это похоже. И нас тоже поддерживали также в Европе в начале. Не в Европе, правда, Америка, Великобритания. Европа всегда виляла хвостом перед фашистской Россией за то, чтобы получать от нее нефть, газ и так далее, и так далее. Но сейчас тоже в Европе появляются настоящие лидеры, настоящие политики уже выходят. Да возьмем того же, ну, хотел сказать Бориса Джонсона, но Борис Джонсон и нормально был. Так, спасибо за подарки, ладно. Подхолопный это тот, кто под Россией, под Путиным, под империей. А вы кому прислуживаете? Единственные два человека, которые на этой земле я прислуживаю, это моя мама и мой папа. Я в Ютубе 3 года подписан. Ну да, где-то вот 3,5 года я уже, наверное, в Ютубе канал у меня. Так, народ Казахстана готов в ближайшее время взорвется и долго терпеть такое не будет, особенно после январских. Абу Хамза, почему народ Казахстана стерпел это? Вот вопрос. Почему они позволили вот так убивать их? Прям вышел это такая и говорит, всех уничтожать. Ну как это уничтожать? Просто слово сказал уничтожить. Вот кто выступал тогда? Было же? Было. Так, я кого оскорбил, Грот? О чем ты говоришь? О чем ты говоришь? Я слышал, что ты агент России. Что ты скажешь на это?
Этот вопрос мне задает тот же Асхаб Хамби, который только что топил, да, за подколопных. И теперь он говорит: агент, так тебе какая разница, эй, кто я? Так, друзья, я перемотаю, опять много комментариев. Так, так. Путин предупреждал, что на Украине НАТО не будет еще в 2008. Сдержал обещание? Я не понял, о чем ты. Я не понял, да. Так, друзья. О, эмигрант, убежишь, Европа. Так. Кто кого убивал в Казахстане, не знаешь, не мели. Так. В дальнейшем, если будете что-то говорить о грузинах, будьте конкретны. Мы никому не прощаем оскорбления. Ну, во-первых, я никого не оскорблял. Во-вторых, что конкретно ты мне хочешь не простить, да? Иди не прости. В очередь тебе придется встать, да? Но тебе как безосновательному, да, наезжающему, я даже без очереди пропущу. Давай, спроси, иди. Не прости-то. Вова приказал гауляйтер убивать восставших в январе. Ну, восставших убивали, и Токаев призывал этому, да, это так и было. Стоит ли нам более тесно сотрудничать с Турцией перспективы вхождения в состав? Ибраим говорит. Нет, конечно. Обменять одну империю на другую? Нет. Ни в коем случае. Ни в какую Турцию, ни в какую-либо другую страну мы не будем ходить. Израиля, я не Ирсаила, я не оскорбляю русский народ, я оскорбляю только имперцев. Так. Героям слава. Путин тайный агент НАТО. Он все сделал для того, чтобы увеличить количество стран, входящих в НАТО. Он не шмогла просто, не шмогла. Он делал все возможное, но не шмогла. Да. Ты журналист или блогер? Я и журналист, и блогер, и юрист, а так я правозащитник. Значит, плохо еще знаешь, что такое империя. Вы откуда? Так, друзья, я тогда, наверное, на этом свой стрим закончу. Так как уже много мы вещаем. Аслан, Дейрес, он за полное разъяснение много нового открыл для себя. Масса Науль Дейрес. Так, ладно, друзья, тогда я заканчиваю наш стрим. Да, пойду спать, как мне советуют. Всего самого хорошего, друзья. Этот наш стрим, напоминаю, я выложу у себя в Ютубе. YouTube канал Reality называется. Пишите комментарии, ставьте лайки и распространяйте. Амин. Да, башца Абуэльва. Забей основные, гни свою линию.
Цайший куяц, брат. Они пожалеют, что они связались с чеченцами, дело. Мы никогда не уступаем, не устаем, не отступаем, дело. Все будет Ичкерия. Слава Украине, Господи, благослови Америку. Всего самого хорошего, друзья. Адыкюаль маш ойл вежери и жери. Победа будет за нами, враг будет разбит. Да, мула.